Здравствуйте! Вы смотрите программу «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня – быть ли миру в Украине? До чего договорились президенты России и Украины на саммите в Милане? Пресс-конференции президента Беларуси становятся все интереснее. Минск о российской поддержке сепаратистов в Восточной Украине. В американском конгрессе требуют закрыть границу для граждан стран Западной Африки в связи с лихорадкой Эбола. Президент Обама против. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко на саммите в Милане рассказал журналистам о 3 пунктах договоренности с президентом России Владимиром Путиным и лидерами ЕС. «Голос Америки» приводит в Твиттере. Должны быть выполнены все пункты Минского меморандума, далее содействие выборам на Донбассе и 3-я часть – это определенный прогресс по газу. Как передает агентство «Интерфакс Украина», Порошенко заявил: «Мы договорились об основных параметрах газового контракта». Нефтяная компания «Роснефть» и бизнесмен Аркадий Ротенберг обжаловали в Европейском суде введенные против них санкции Евросоюза. Совет ЕС отмечает, что планирует защищать в суде свое решение. Напомним, санкции против Роснефти и Ротенберга вступили в силу в конце июля. Так ЕС отреагировал на агрессию в Украине. Страница блокнота писателя Артура Конан Дойля, на которой впервые упомянут Шерлок Холмс, представлена на открывшейся сегодня в Лондоне выставке под названием «Холмс. Человек, который никогда не жил и никогда не умрет». Отмечу, это крупнейшая экспозиция за последние 60 лет. Когда будет мир в Украине? Это главный вопрос, ответ на который искали сегодня участники Миланского саммита «Азия-Европа». О том, какой будет жизнь на Донбассе после встречи в Италии Путина и Порошенко, мы поговорили с экс-министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Наш разговор «Прага-Киев» состоялся утром после завтрака 2 президентов. Владимир Станиславович, здравствуйте. После первой фазы переговоров пресс-секретарь российского президента констатировал крупные разногласия сторон. Стоит ли в таком случае ждать реальных изменений на востоке Украины после Миланского саммита? Добрый день. Мне кажется, что пока не стоит, потому что Российская Федерация продолжает оставаться на своих абсолютно неконструктивных позициях и не желает прислушаться не только к мнению Украины, но и к мнению западных партнеров. Поэтому могу с сожалением констатировать, что ни первый раунд этих переговоров, ни, скорее всего, второй каких-то практических результатов не принесут. Может быть, будет какое-то общее заявление, где будет сказано, что стороны обсудили ключевые вопросы. Однако ожидать какой-то конкретики, мне кажется, не стоит. Об этом, собственно, говорит заявление господина Ренци, который сказал, что, возможно, для того, чтобы мы пришли к каким-то соглашениям, потребуются дни, недели или месяцы. Поэтому, переводя это с дипломатического языка на нормальный, означает, что сегодня мы вряд ли получим какие-то практические результаты. Как министр, вы не раз вели подобные переговоры с российской стороной. Насколько российские партнеры в вопросах геополитики податливые и гибкие? Российские политики податливые и гибкие, когда они ощущают, что России становится неуютно. Поэтому я думаю, что язык дипломатии сейчас, к сожалению, своего большого слова не скажет. А скажут дополнительные санкции, которые наконец-то, мне кажется, дадут понять российскому руководству, что либо оно становится на путь цивилизованный, либо оно будет проигрывать. И проигрывать будет не только оно, но и вся Россия. С инициативой ввести международный контроль на границах Украины выступил президент Франции Олланд. Его поддержал премьер Италии Ренци. Еще в этой миссии могли бы участвовать Германия, Франция и Италия, приводит слова политика ТАСС. Как понимать такое предложение? В Украине могут появиться европейские миротворцы? Это было бы очень неплохо, но вопрос в том, что Россия, даже формально поддержав эту инициативу, если это будет, конечно, на самом деле через своих боевиков, вот этих ЛНРовцев и ДНРовцев, сделает так, чтобы их там не было, потому что это противоречит самой сути позиции России на Донбассе. Ей нужен Донбасс для того, чтобы он оставался
точкой, которая бы дестабилизировала ситуацию не только в Украине, но и во всей Восточной Европе. Саммит Азия-Европа в Милане. Там переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко. Их перспективы из Киева оценивал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Спасибо. И еще и события, которые являются ключевыми и от которых зависит будущее целого региона. Петр Порошенко, находясь в Милане, подписал закон об особом порядке местного самоуправления на части Донбасса. Теперь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые полноценно не контролирует Киев, будут новые порядки сроком на 3 года. Екатерина Кочкина более подробно. Новый закон в Украине восприняли неоднозначно. Кто-то считает, что для мира все средства хороши. Кто-то называет закон сдачей украинской территории. Управление в городах, селах и поселках будет осуществляться общинами через органы местного самоуправления. Внеочередные выборы местной власти пройдут в декабре. Согласно закону, Киев также гарантирует недопущение уголовного преследования участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка будут созданы отряды народной милиции. Критики закона уверены, в ряды этой милиции войдут в основном боевики. Новый закон вступает в силу со дня его опубликования. Что принесет новый закон Украине, по скайпу из Киева мы обсудим с чрезвычайным и полномочным послом Украины Романом Бессмертным. Роман Петрович, здравствуйте. Добрый день. Вы в свое время занимались административной реформой Украины, и сейчас вы не имеете отношения к действующей власти, поэтому можете объективно оценивать новый закон. Насколько, по-вашему, он отвечает интересам Украины как унитарного государства? Ну, если очень так щепетильно смотреть на этот закон, то если бы в 2005 году была проведена реформа, о которой я говорил, то фактически в таком правовом режиме действовали большинство территориальных громад и регионов Украины. За исключением разве что момента, который касается периода, то есть этот закон будет действовать только 3 года. Это первый момент, который как-то вываливается за рамки обсуждаемого вопроса. И второй момент, на который надо обратить внимание, это режим безопасности, который обеспечивается какими-то отрядами народной милиции, которые действуют на основании закона о милиции, действующего закона Украины. Говорить о том, что в этом законе какие-то новеллы, которые выходят за рамки сегодня Хартии местного самоуправления или Хартии о региональном самоуправлении, действующими в Европе, нельзя. Даже если коснуться вопроса языка, который предусматривает там декларацию о определенном режиме, она тоже вписывается в сегодня действующее законодательство Украины. Честно говоря, то, что я видел в проектах и то, что показывают сегодня, у меня такое впечатление, что этот закон состоит с одного предложения: разрешите выполнить законодательство Украины. Роман Петрович, спасибо. Новый важный закон об особом порядке местного самоуправления на части Донбасса из Киева оценивал политический эксперт, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный. Еще из новостей дня. Сегодня в Минске Александр Лукашенко дал большую пресс-конференцию для российских журналистов. Лукашенко коснулся и конфликта на востоке Украины. У меня цитата Белопан: «Дни ДНР и ЛНР были бы уже давно сочтены без России». Из Праги в Вашингтон. Какие темы дня можно выделить сегодня за океаном? Коллеги, вам слово. Спасибо, Сергей. Мы продолжаем тему, поднятую нашими коллегами о саммите в Милане. В ходе рабочего визита в Италию президент России встретился также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой была Украина, стороны так и не договорились. Известно, что мнения в США и в Европе по поводу наиболее удачной стратегии подхода к российскому режиму расходятся. О концепции сдерживания России в контексте украинского кризиса с точки зрения Германии рассказала нам депутат Бундестага Мари-Луиз Бек. Я сейчас наблюдаю тенденцию все время надеяться на то, что этот кошмар скоро закончится. Все ужасно не хотят идти на следующий решительный шаг. Желание возвратиться к нормальным отношениям с Россией огромно, а в итоге нас ждут новые и новые разочарования. Крым был шагом номер 1. У нас ушло очень много времени, прежде чем мы признали, что Россия была глубоко вовлечена в происходящее на Донбассе, и что это не было просто так называемое сепаратистское движение, просто люди, которые были обеспокоены потерей
потери возможности говорить на русском языке. Утверждение, не имеющее под собой никаких оснований, поскольку в самом Киеве 50% людей говорит по-русски. В общем, на осознание всего этого ушло время, потом в какой-то момент мы уже не могли отрицать очевидное. С переговорами в Минске, впрочем, надежда на то, что бои остановятся, возродилась опять. Однако из новостей, которые мы получаем каждый день, очевидно, что они не прекращаются. Я не уверена, занял ли Путин сейчас просто выжидательную позицию, не уверена, решил ли он, какой следующий шаг он сделает, особенно учитывая тот факт, что Крым находится в ужасном состоянии. Наступает зима, ему нужен доступ по суше, что означает, что ему в его видении нужно продвигаться вглубь Черноморского побережья. В свете роста напряженности в отношениях с Россией, собираются ли американцы открывать дополнительные военные базы в Европе? Комментарий бригадного генерала Уолтера Пьятта, заместителя главнокомандующего вооруженными силами США в Европе. У нас нет необходимости расширять военные базы США в других странах. У нас есть все возможности, которые нам нужны. У нас есть партнеры и установленные места для проведения учений, где наше присутствие приветствуется, и мы можем проводить учения в любом месте. В Болгарии, в Новосело, в Румынии, в Чинку, в Эстонии, Литве. Мы делаем это сейчас в Литве. В этих странах очень хорошие базы для проведения учений. Можно подключить к этому Германию, Францию, Испанию. Эти объекты уже там. Эти страны заплатили за них, поддерживают их в хорошем состоянии. Мы можем использовать то, что уже есть. В США сегодня проживают 318 миллионов человек. Всего 2 заразились здесь лихорадкой Эбола. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы президент Обама отменил свои поездки, созвал чрезвычайное совещание кабинета для обсуждения мер по борьбе с вирусом, а в Конгрессе провели специальное слушание по этому вопросу. С нами на связи наш корреспондент Александр Панов. Саш, можно ли назвать адекватной реакцией на ситуацию? То есть ли реальный риск или все-таки это какая-то политическая составляющая в этой игре? Наташа, американский Конгресс, в отличие от российской Госдумы, является местом для дискуссий и площадкой для критики президента. На чрезвычайных слушаниях в Комитете по энергетике и торговле отмечалось, что администрация Обамы, и в частности Центры по профилактике и контролю за заболеваниями, несут ответственность за распространение вируса на территории США. Как вы знаете, один пациент из Либерии скончался. Сначала ему поставили неправильный медицинский диагноз, а 2 медицинские сестры заразились. Одну из них привезли в Вашингтон. Ради чрезвычайного заседания по борьбе с вирусом Эбола президент Обама отказался от поездок на предвыборные мероприятия демократов в штатах Нью-Йорк и Род-Айленд. Выйдя по итогам к журналистам, президент заявил, что он против закрытия Америки для пассажиров из Западной Африки, а конгрессмены ратуют за временное закрытие границ и за отказ в предоставлении американских виз африканцам из стран, пораженных эпидемией. Но Мишель Малкин, если мы посмотрим, что происходит в Твиттере, она следила за слушанием в Конгрессе и ужасается. Цитата. «Представитель пресвитерианской больницы в Техасе говорит, что в отделе реанимации этим летом они не проходили персонального инструктажа по поводу действий в случае Эболы». Вот еще опрос газеты «Вашингтон-Пост». 2/3 американцев озабочены возможностью вспышки Эболы в США. И при этом те же центральные американские СМИ называют реальной опасностью вовсе не Эболу, а грипп. Во-первых, потому что от лихорадки в США пока скончался 1 человек, а вот от гриппа в прошлом году умерли 36 тысяч человек. Ну еще, наверное, потому что любой больной с высокой температурой в приемном покое теоретически может вызвать панику. Да, Наташа, вчера вечером про грипп говорил и президент Обама. Он призвал всех американцев в этом году обязательно сделать сезонную прививку. Когда президента спросили, а не нужно ли назначить специального чиновника, который будет координировать все усилия по борьбе с лихорадкой Эбола, так называемого Эбола-царя или царицу Эболы, Обама ответил, что пока еще не время, но это в принципе возможно. Самое главное, чтобы Америка не впала в панику. Одновременно президент подписал указ о призыве военных резервистов для борьбы с лихорадкой в Западной Африке. Вот там ситуация очень серьезная. Число заболевших растет в геометрической прогрессии. Наташа. Спасибо. На связи с нашей студией был Александр Панов. Сейчас возвращаемся к коллегам в Праге.
Российское правозащитное общество «Мемориал» ждет решения о переносе слушаний по своей ликвидации. Напомню, Минюст России попросил ликвидировать общество «Мемориал», которое ранее было признано иностранным агентом. Соответствующим запросом ведомство обратилось в Верховный суд. В бюрократических и политических дебрях разбирался наш корреспондент Андрей Королев. Мемориал занимается правозащитной деятельностью в России четверть века и объединяет 56 организаций в более чем 40 регионах страны. Одной из самых влиятельных является Центр «Мемориал» в Москве. Именно российская организация и попала под пресс Министерства юстиции. В эти дни в московском офисе «Мемориала» работает выставка, посвященная протоиерею Павлу Адельгейму, убитому год назад в Пскове. Отец Павел Адельгейм в истории церкви XX века личность уникальная. Он восстанавливал храмы тогда, когда это было невозможно. Всю жизнь боролся за достоинство, свободу человека и сам проходил череду бесконечных судов. И даже в свои 75 восставал против произвола советских уполномоченных по делам религии и всю жизнь отстаивал право приходской общины жить самостоятельно. Увековечение памяти жертв политических репрессий и защита прав политзаключенных – главная задача Российского центра «Мемориал». В минувший вторник организация включила в списки политзеков украинскую военнослужащую Надежду Савченко, обвиняемую в пособничестве убийству российских журналистов на территории Донбасса. Старший лейтенант Савченко принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца батальона «Айдар», воевавшего на востоке Украины. 18 июня попала в плен к сепаратистам, а через полмесяца оказалась в следственном изоляторе Воронежа. Надежда Савченко, хотя она военнослужащая украинской армии, она подпадает под те критерии политзаключенных, которые у нас используются, размещены на сайте для всеобщего ознакомления. Она, ее дело активно используется в политической кампании по укреплению государственной власти в России. Это конфликт с Украиной. И даже если не касаться самой Савченко, как сформулировано это обвинение, в каком контексте, видно, что это политически мотивированное обвинение. Всего же в списке политзаключенных «Мемориала» десятки имен. Закрытие российского центра может обернуться серьезными последствиями как для них самих, так и для их родственников. А все потому, что в Министерстве юстиции затеяли очередную кампанию централизации. По логике чиновников, региональное подразделение организации должны иметь в названиях слово «отделение». Внести изменения в устав общества предполагалось 19 ноября, но Верховный суд назначил слушание по иску Минюста на неделю раньше. В самом ведомстве отказываются отвечать на наши вопросы, подчеркивая лишь, что теперь дело «Мемориала» подотчетно Верховному суду. В «Мемориале» считают претензии властей надуманными. Нет никаких оснований для закрытия российского «Мемориала» и, по логике главы Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова. Он уверен, что ситуация является результатом несогласованных действий общества и Минюста. Свое недоумение решением чиновников высказали и в Фонде защиты гласности. Ровно по этому поводу была попытка, значит, сделать иностранным агентом московскую хельсинскую группу. И следующая попытка, эти вот наезды на «Мемориал». В самом «Мемориале» напомнили, что ранее в ходе аналогичных разбирательств суды вставали на сторону Минюста. До следующих президентских выборов в Соединенных Штатах еще есть время, но предвыборная кампания, по сути, уже началась. Вашингтон, продолжайте. Спасибо, Сергей. Начнем с падения акций на американской и европейских биржах. Фондовые индексы в США опустились за последний месяц на 6-8%. Происходит снижение и на европейских фондовых площадках. Стоит ли начинать паниковать и прятать деньги под матрац? С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, добрый день. Добрый день, Наташа. Действительно, уходящая неделя стала одной из самых драматичных для фондовых рынков за последние несколько лет. Но паниковать не стоит. Дело в том, что сейчас происходит то, о чем давно говорили некоторые аналитики. Коррекция, необходимая для рынка. Ведь если даже учесть существенное снижение котировок за последние несколько дней, ведущие фондовые индексы США за последний год повысились на 5-9%. А если взять за последние 2 года, то и на все 20-30%. При этом мировая экономика и экономика Соединенных Штатов не растут так быстро, и не растут такими же темпами и прибыли ведущих корпораций. Так что можно сказать, что рынок забежал достаточно далеко вперед экономического паровоза. И сейчас происходит коррекция. Но в то же время поступают достаточно тревожные экономические данные из Китая, из Германии, даже из Соединенных Штатов, которые
заставили инвесторов подумать о том, что выход из экономического кризиса в очередной раз может застопориться. Вот это и привело к тому снижению, которое мы видели на уходящей неделе. Миша, аналитики говорят, вообще... что... Да, вот я хотела спросить, просто в связи с кризисом 2008-го, естественно, всем вспоминается вот эта долгая стагнация. Были ли вообще как-то усовершенствованы механизмы защиты финансовой системы? То есть можем ли мы сегодня спать спокойно? Ну, во-первых, Наташа, я бы не стал сравнивать то, что происходит сейчас, с кризисом шестилетней давности. Скорее, это не новый кризис, когда перестают функционировать рыночные механизмы, а мы по-прежнему имеем дело с последствиями, весьма болезненными последствиями того кризиса шестилетней давности. Но если отвечать на ваш вопрос о защите финансовой системы, то, к сожалению, я бы сказал скорее нет, чем да. Как написал на днях ведущий обозреватель Financial Times Мартин Вулф, нынешняя версия финансовой системы развитых стран представляет собой лишь закаленную кризисом версию прежней системы, в которой элемент спекуляции по-прежнему способен сыграть дестабилизирующую роль, а мощный финансовый сектор достаточно оторван от реальной экономики. Спасибо. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Михаил Гудкин. Бывший директор ЦРУ и глава Пентагона Леон Панетта в только что вышедшей книге мемуаров критикует президента Обаму за ошибки, допущенные в Ираке и Сирии. Выступая на презентации книги в университете Джорджа Вашингтона, Панетта признался, что следующим президентом Соединенных Штатов он хотел бы видеть Хиллари Клинтон. Видеоматериал Александра Панова и Дмитрия Шахова. Для пацифистской организации Код Пинк Панетта творец стратегии использования беспилотников для атак на террористов, скрывающихся на иностранной территории. Из-за сопутствующих жертв среди мирного населения бывший шеф Пентагона, по мнению активистов, должен быть предан суду. Я не говорю по-русски очень хорошо, но я только могу сказать, что мы студенты здесь в университете Джорджа Вашингтона. Нам не нравится политика Панетты. Мы думаем, что он криминал. Университетская полиция не позволила активистам сорвать выступление бывшего министра, чья книга, только появившись в продаже, стала бестселлером. Леон Панетта стал пятым по счету экс-чиновником администрации Обамы, критикующим бывшего шефа. Видимо, чаша терпения Белого дома переполнилась, и вице-президент Джозеф Байден заявил, что это очень неэтично, когда бывшие члены команды президента критикуют своего бывшего руководителя. По крайней мере, дождитесь, пока он сложит полномочия, заметил Байден. По уровню нелояльности, пишет издание «Федералист», Панетта обошел остальных авторов, среди которых Хиллари Клинтон и предшественник Панетты в Пентагоне и ЦРУ Роберт Гейтс. Дальше всех в осуждении книги зашла киноактриса Мия Фэрроу, назвавшая автора в своем твиттере еще одним Иудой. «Я уважаю президента», несколько раз подчеркнул Панетта. Свою книгу он назвал «То, ради чего стоит сражаться». Ирак, Сирия и секвестр бюджета. Те моменты, когда, по мнению чиновника, Обама должен был действовать решительнее. Я очень люблю афоризм Теодора Рузвельта. Когда перед нами стоит трудный выбор, лучшее, что мы можем сделать, это принять правильное решение. Можно принять и неверное решение, но самое худшее — не делать ничего. Более решительных действий Панетта ждет от администрации и по Украине. Нынешние отношения США и России бывший глава ЦРУ назвал новой главой в старой книге «Холодной войны» и предложил Обаме план из 4 пунктов. Первый важный шаг — санкции. Мы это сделали с Ираном, и это, на мой взгляд, принесло результат. Второе, мы должны усилить НАТО, дать понять России, что мы не позволим проделать с другими странами региона то, что произошло с Украиной. Третье, мы должны увеличить военную помощь Украине. Четвертое, нам снова надо развивать программу противоракетной обороны. И еще одно, мы должны предоставить свои энергетические ресурсы странам, которые зависят от российских поставок. Единственный способ повлиять на Путина и усадить его за стол переговоров – это действовать с позиции силы. Бывший шеф Пентагона надеется на то, что бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон примет решение баллотироваться на президентских выборах в 2016 году. И скандал, связанный с гибелью американского посла в Ливии, не помешает ей победить.
На провокационный вопрос, Хиллари Клинтон более сильная личность, чем Обама, понятно ответил предельно дипломатично. Они оба сильные. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. Пока мир следит за политическими ссорами и экономическими потрясениями, более 140 тысяч людей в мире ежедневно подвергаются насилию, как правило, сексуальному. Таковы данные ООН. Наши коллеги из Киргизии провели расследование и узнали, что происходит с их соотечественницами в Турции. Вдоль улиц этого стамбульского квартала выстроились дешевые отели и стриптиз-бары. Здесь работают девушки, которых привезли в Турцию обманом и заставили заниматься проституцией. Bayan lazım. Bayan lazım. Bayan? 20-25 tane var. 40 kaç tane var? 5 tane var. 5 mi? 5 tane var. Güzel yok. Aga güzel yok. Güzel de ben bu tarafa almam. Ama aga sen almam. Девушки стремятся уехать из Киргизии на заработки. Работу находят в интернете или через знакомых. Салима оказалась в тяжелой ситуации, и ее подруга предложила ей вместе поехать в Турцию. В супермаркете уборщица лучше работать. Зарплата сказала $800. Я согласилась, они мне сделали паспорт, я уехала. Там встретили меня в Турции и забрали мой паспорт. Сказали, что я им деньги должна. Оставшись в чужой стране без документов, Салима была вынуждена отрабатывать повешенный на нее долг. В подвале я ночевала и там же клиентов обслуживала. Потом держали в подвале, да? Никуда не выпускали? Нет, никуда не выпускали. Я месяц у них работала, в день у меня по 20-25 сексов было. Я уже вообще говорила патрону, не могу уже. Они все равно меня заставляли. Официальной статистики торговли людьми в Киргизии не существует. Однако в 2013 году только в Бишкеке зарегистрировано более 600 пропавших девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Начальник отдела нравов Главного управления внутренних дел Бишкека говорит, что чаще всего девушки не догадываются, какой именно работой им придется заниматься. Торговцы говорят, ты скоро станешь известной. Они говорят, я помогу тебе. Ты сможешь заработать денег в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах. Но речь не только о Турции или Эмиратах. Девушек отправляют в Россию, Казахстан, Китай, Индию и Корею. Другая наша героиня, Гулнас, уехала работать в ночной клуб на Кипре. Хозяин клуба забрал ее вещи, избивал ее и угрожал расправой. Через 3 недели ей удалось сбежать. Если ноги исцарапана, по полю шла по полю, потом мне помог парень, который пиццу развозит же. Гулнас вернулась в Киргизию, не зная, понесли ли ее работодатели наказание. Киргизские власти отмечают, что девушки редко обращаются в правоохранительные органы. Во всех этих случаях девушки отказались писать заявление в правоохранительные органы. То есть это тоже факт говорит о том, что, вы же понимаете, да, у всех семьи, родители, как правило, это совсем молодые девушки, и они не хотят огласки. Гулнас так и не рассказала родителям, что с ней произошло. Сейчас ее единственное желание – забыть о случившемся и жить дальше. Но пока ей это не удается. Уже я ничего не хочу. Мне уже все равно, живу я или нет там. Просто существую. Жертвами торговцев людьми становятся девушки не только из Киргизии, но и из России, Украины и Молдавии. Почти 1/5 часть сексуальных рабынь в Европе приехала из стран бывшего Советского Союза. Большинство из них были обмануты своими потенциальными работодателями. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и коррупция. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Это была последняя страница нашего тележурнала, который для вас подготовили «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Следите за главными событиями дня, читайте аналитику на сайте нашей программы currenttime.tv. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.